7 октября средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,04 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2190 до 10,15 сомони, 1 евро от 10,0409 до 10,10 сомони, 1 российский рубль от 0,1650 до 0,1670 сомони. Мировые цены на нефть в пятницу утром слегка снижаются после роста в течение 4 предыдущих дней. Цена на нефть марки Brent снижается до $94.22 за баррель, марки ВТИ до $88.29 за баррель. Стоимость золота в пятницу утром символически дешевеет, в то время как игроки рынка оценивают разнонаправленные факторы и составляет $1718.75 за тройскую унцию. Управляющий директор Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Аксель фон Троценбург в рамках своего двухдневного визита в Таджикистан встретился с президентом страны Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает постоянное представительство банка в Таджикистане. Отмечается, что на встрече Троценбург выразил поддержку усилиям страны по достижению устойчивого и инклюзивного экономического роста после шоков на фоне пандемии COVID-19 и военного конфликта в Украине. Он отметил, что, несмотря на эти экономические потрясения, показатели экономики Таджикистана была лучше прогнозных, а рост ВВП в первой половине этого года превысил 7%. Троценбург отметил необходимость повышения устойчивости экономики к будущим потрясениям и достижениям инклюзивного роста путем продвижения реформ, направленных на прозрачность, конкуренцию и развитие частного сектора. Он также отметил важность продолжения инвестиций в человеческий капитал посредством обеспечения качественных услуг здравоохранения и образования. В настоящее время в Таджикистане проводится ряд важных реформ, поддерживаемых Всемирным банком, в том числе в сфере налогообложения, энергетики, макрофискального управления, инвестиционного климата и социальной помощи. Эти все области, которые имеют решающее значение для содействия динамичной и инклюзивной экономической деятельности, отметил Троценбург. Он добавил, что Всемирный банк привержен поддержке комплексной программы реформ в Таджикистане, чтобы оказывать содействие в достижении долгосрочных целей страны в области развития. Делегация Всемирного банка сегодня посетит Файзабадский район, где будет проведена встреча с бенефициарами проекта камеризации сельского хозяйства. Данный проект поддерживает фермеров, а также малые и средние предприятия в сельских районах для увеличения доходов, поддержки бизнеса и создания рабочих мест посредством предоставления кредитов, грантов и знаний. Проект таджикской компании признан лучшим в номинации «Лучший инновационный проект года» среди стран СНГ и Восточной Европы на международном конкурсе лучших проектов в области энергоэффективности и энергоаудита в США. Таджикской компанией ОАО «Система Автоматика» был представлен проект по энергоаудиту коммерческих зданий в Таджикистане, внедрению энергоэффективных технологий солнечных сетевых фотоэлектрических станций, в частности, в производственных цехах по изготовлению железобетонных конструкций ООО «Бунюткор Т». Уникальность этого проекта заключается в том, что по денежным тратам солнечные сетевые фотоэлектрические станции ничем не отличаются от уже известных источников энергии в нашей стране. Об этом свидетельствуют результаты данных проекта этой компании. Это значит, что солнечные сетевые фотоэлектрические станции вполне могут стать альтернативным источником энергии, сообщили в компании. Конкурс был организован Ассоциацией инженеров-энергетиков США. Он проводится каждый год в различных штатах США. Также вместе с ним проводится и выставка, на которой участники демонстрируют свои новые достижения в сфере мировой энергетики и вручаются награды в различных номинациях. В этом году мероприятия прошли с 20 по 23 сентября в американском городе Атланта. На этой конференции Таджикистан был представлен президентом Ассоциации возобновляемой энергии Таджикистана, генеральным директором ОАО «Система Автоматика», доктором физико-математических наук, членом-корреспондентом Национальной академии наук Умархоном Мадвалиевым и вице-президентом этой ассоциации и заместителем директора компании Масырджоном Кудусовым.
С момента объявления частичной мобилизации россияне вдвое чаще пытались незаконно вывести деньги за рубеж, передают «Известия». В период с 20 по 30 сентября Федеральная таможенная служба России зафиксировала резкий рост незаконного вывоза наличных денег из страны. На фоне значительного увеличения пассажиропотока было зафиксировано 557 таких случаев, что на 93% больше, чем в те же сроки в 2021 году. Возбуждены 549 административных и уголовных дел. Каждое второе нарушение связано с попыткой вывести иностранную валюту, в основном доллары и евро, в объеме более 10 тысяч долларов. Общая сумма нелегально перевозимых средств составила 165 миллионов рублей. Это на 63% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост пассажиропотока зафиксирован на фоне объявления частичной мобилизации. Как указали в ведомстве, на увеличение числа нарушений повлияла и невозможность использовать карты российских банков в большинстве зарубежных стран и перевести туда средства. Чаще всего лишнюю наличность находили у россиян, ехавших в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Таджикистан. С 1 октября вступило в силу продление ограничения Центробанка на вывод средств за рубеж. Граждане России и дружественных стран могут переводить на счета в зарубежных банках не более $1 миллиона по курсу Центробанка в течение месяца. Если операция осуществляется без открытия банковского счета, лимит снижается до $10 тысяч в месяц.